Большинство арыков Душанбе в этом месяце заполнены детьми. Даже родители не запрещают им резвиться в такой воде. Это единственная возможность перетерпеть 40-градусную жару. Многоквартирные дома из бетона не имеют теплоизоляции, а кондиционеры есть у незначительного количества жителей. В такой зной находиться в них тяжело. Кому не нужно на работу, проводят день в тени городских чинаров у воды. Так жарко, что даже дома оставаться не могу. У воды в тенечке сидим с подругами. Чем еще заняться? Внуки здесь купаются в арыке, а мы смотрим за ними. Те же, кто работают, собираются в обеденный перерыв у фонтанов. Столичные власти запретили в них купаться, так что люди могут только посидеть у воды. Но и это помогает перенести обезвоживание, которое грозит постящимся в эту жару. 40 градусов – это много, поэтому в обеденный перерыв у фонтана сижу, отдыхаю. Так как пить воду днем нельзя, душанбинцы идут на хитрость. Многие носят с собой пульверизаторы и спреи. В Рамазан только вот этот пульверизатор и спасает меня. В некоторых мечетях в Рамазан даже во дворах установлены большие вентиляторы, чтобы как-то облегчить намаз молящимся. Практически все строительные фирмы перешли на ночной график работы, чтобы избежать несчастных случаев с ослабевшими от строгого поста и высокой температуры воздуха рабочими. А мэр столицы распорядился, что все кафе и рестораны должны работать в обычном режиме. Но несмотря на это, около половины из них открываются только под вечер, ближе к разговению. Из-за 40-градусного зноя у многих пожилых людей начались проблемы со здоровьем, вынуждающие их прервать пост. Но Минздрав страны официально об этом не говорит. Практически 13 дней в республике наблюдалась очень жаркая погода, причем такая высокий фон температуры ожидался не только в долинах и потом наблюдалась, но и также в горных районах. Такая температура воздуха не только продержится до конца июня, но и, как обещают синоптики, поднимется еще на несколько градусов в последние дни поста в июле. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.